оплатила, она у нас уже банковской карточкой. 10 часов утра в салоне первого трамвая, который с этого дня едет по новому маршруту, находится заместитель генерального директора «Метроэлектротранс» Алексей Сидоров. Лично объясняет пассажирам нюансы изменений. Многие казанцы, они как сейчас в первый день именно изменений трамвайной сети, не понимают, что пересадка с трамвая на трамвай именно в попутном направлении, она возможна только при использовании транспортной карты, да, со специально записанным тарифом трамвай на 60 минут. Об этом знают не все пассажиры, хотя о бесплатной пересадке с трамвая на трамвай в течение часа многие уже слышали. Все хотели проехать 2 раза одним билетом по банковской карте, по наличке, 36 рублей билет. Если кто едет до Московского рынка, 2 остановочки, там они повторно платить не хотели. Объясняешь, по-человечески объясняешь, они оплачивают. По самой схеме движения трамваев претензий у пассажиров пока нет. Сегодня на основных пересадочных остановках дежурят сотрудники «Метроэлектротранс». Разъясняют, как и куда теперь лучше добираться. До ЖД вокзала садитесь на второй маршрут и едете до ЖД вокзала. Главное новшество – трамваи с этого дня ходят в речной порт. Возобновили короткий маршрут номер 2 от главного железнодорожного вокзала. Также к речным воротам можно добраться и на единичке. С инициативой продлить первый маршрут до этой точки в свое время обратились казанские блогеры. Весь путь из авиастроительного района до речпорта занимает около 40-50 минут. Думаю, быстрее, потому что трамвай в пробках не стоит. И тем более, если так посмотреть, с авиастроительного района мало что сюда едет. Трамвайное сообщение между центром Казани и речным портом возобновили, чтобы туристам было проще передвигаться. Особенно тем, кто приезжает в столицу по Волге. Андрей Иванов один из них. Сегодня прибыл из Чебоксар. Значит, мне нужно сейчас в аэропорт Казани. Карты предложили мне как наиболее выгодный маршрут сесть на трамвай в речном вокзале, доехать до железнодорожного вокзала, а там отправиться в аэропорт. То есть то, что трамвай, оказывается, ходит только с сегодняшнего дня, я вот узнал только что. Конечно, удобно. Хорошо, что есть сообщение между ЖД вокзалом и речным портом. В принципе, это логично, так и должно быть. Сегодня здесь на конечной остановке первого и второго трамваев пассажиров было немного, но это лишь потому, что многие казанцы пока не слышали об изменении маршрутов, уверяют в «Метроэлектротранс». На предприятии надеются, что с каждым днем пассажиропоток будет увеличиваться. На отрезке от улицы Химическая до Караваева, по которому раньше ходил первый трамвай, теперь будет курсировать «восьмерка». В Приволжском и Новосавиновском районе по рельсам пустят 7-й трамвай. Он поможет разгрузить наиболее сложный участок маршрутов 5 и 5А от Ямашева до проспекта Победы. В другом направлении эту функцию возьмет на себя «тройка». Разделили наиболее протяженный маршрут 5 на 2 участка. По одному ходит, функционирует 7-й маршрут. По Большому кольцу от Глазунова до ЖД вокзала через Парк Победы, через квартал. И 3-й маршрут, который функционирует по Верхнему полукольцу от ЖД вокзала до улицы Глазунова через колхозный рынок. Кроме этого, 5А также продолжили функционировать, но уже с меньшим количеством подвижного состава. Схему движения новых трамвайных маршрутов и нюансы нового тарифа с бесплатной пересадкой за 60 минут можно узнать на сайте «Метроэлектротранс». Там же номер горячей линии городского комитета по транспорту 275 30 50. Юлия Гоголева, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.